Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В связи с последними санкциями в России идет переориентация во многих отраслях. В некоторых регионах страны компании сообщают о снижении средств на проведение геолого-разведочных работ. Будет ли Якутия менять свои планы на этот год по геологии? Об этом расскажет наш гость Максим Терещенко, министр промышленности и геологии республики. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, ожидается ли корректировка планов по геолого-разведочным работам на текущий 2022 год? И какие направления деятельности требуют особого внимания? Почему мы сразу о корректировке говорим? Да, у нас с начала года, наверное, в текущих условиях мы, наоборот, должны сосредоточить все силы на том, чтобы экономика страны становилась только сильнее. И геологоразведка, на самом деле, для многих наших отраслей основополагающей является. И как эффект мы можем видеть вот город Мирный, город Ленск, например, Нерюнгри. Это же их основа как раз и текущую мощь, да, заложили в далеких там 70-х, 60-х, 50-х даже годах благодаря геологоразведке. Поэтому серьезных корректировок мы не планируем, они, конечно, возможны, поэтому мы сейчас отрабатываем, чтобы влияние было минимальным. А если говорить, например, о планах, план очень серьезный. Мы буквально вчера проводили рабочую группу с компанией «Росгеология». Это федеральная структура, которая занимается профессиональной геологоразведкой. И видим результаты прошлого года. Если будет интересно, отвечу на эти моменты. И уже обсуждали планы даже не только 2022, 2023, 2024 годах. То есть вы видите, мы думаем о будущем, а не только о том, чтобы как-то текущие проблемы мы их будем решать. О прошедшем 2021 году узнать на самом деле очень интересно. Какой прирост запасов был и прогнозных ресурсов получен, и что ожидается в этом году? Хороший вопрос. Может, кого-то интересует с точки зрения профессионального, но я думаю, полезно знать действительно телезрителям, что у нас в этом направлении происходит. Возьмем, к примеру, золото. По золоту наши геологи нашли более, то есть запасами прошли более 10 тонн. Это тоже хорошо, то есть это потенциал открытия новых предприятий, соответственно. У нас значимые приросты кратно к тем объемам, которые добываются, например, по газу, при этом по серебру объемы существенно превышают те даже рекордные наши цифры, по которым идет сегодня добыча. Но я бы отметил немаловажно то, что, наверное, людей непосредственно на земле интересует. Например, есть такое серьезное направление общераспространенные полезные ископаемые, то есть их ОПИ называют. Что это такое? Это строительные материалы на самом деле для наших дорог, которые строят мимо, кто ездит по республике, видят иногда вдоль дороги там карьер какой-то разрабатывается. Это строительный материал для этой трассы, то есть будь она гравийная или уже там очень много, кстати, становится территории асфальтированные, и благодаря этим ресурсам в том числе. Вот здесь тоже получился хороший прирост у нас, и, например, только для аэропортов наших это порядка 15 миллионов кубометров, значимый такой вклад. И мы при этом ориентируем, чтобы открытия геологов были практически востребованы как раз под эти строительства, по строительству дорог, аэропортов, социальных объектов. Прирост хороший, получается 1,7 тысяч кубометров в сутки по подземным водам. То есть что это такое? Мы знаем, не секрет, в отдельных районах у нас высыхание озер, есть определенное. А подземная вода подземные воды позволяют обеспечить устойчивое водоснабжение наших сел, к примеру, и даже городов. То есть и получать качественную воду. И, например, у нас есть задача Верхневилюйские улусы, Усть-Алданские, Алданские районы, соответственно, поселок Икакит, например, по нему мы работы будем продолжать, чтобы вода эта пришла. То есть люди в наших селах будут получать востребованную воду, это основа жизни. А за счет каких средств выполняются геолого-разведочные работы в нашей республике? Хороший акцент, надеюсь, на него тоже внимание обратят. Очень часто говорят, о чем думают компании. Компании думают как раз о перспективе. Если не делать геологоразведку сегодня, то завтра у этих компаний, которые ведут у нас разработки, не будет просто будущего, не будет ресурсов, которые, чтобы даже зарплату, например, заплатить. И компании, которые работают на территории Якутии, в пример, наверное, многим другим регионам, и, соответственно, также компаниям
вкладывали очень серьезные средства в развитие, в геологоразведку. Ну, и, кстати, федеральные ресурсы здесь есть, республиканские. Сейчас тоже об этом кратко, если вы не против, скажу. Да? Конечно. У нас прирост получается, если к прошлому году взять, практически в 1,5 раза выросли вложения суммарные в геологоразведку в нашем регионе. Это вот я уж обращусь и к родителям наших выпускников, то есть вот скоро у нас выпускные экзамены, да, к выпускникам, к самим. О чем это говорит? Это значит, что серьезные компании, их руководители, трудовые коллективы верят в будущее промышленности нашей республики. Потому что вложения, которые произошли в этом году, они будут, соответственно, уже работать на нашу экономику. Они уже сейчас работают благодаря инвестициям, да, рабочим местам, но они будут работать уже и через 3-5 лет. Соответственно, этой перспективой и следующих десятилетий. То есть уже закладывается основа именно сегодня. Поэтому те, кто сегодня выберут направление работы в промышленности нашей родной Якутии, они гарантированно получат трудоустройство в наших предприятиях. Так вот, эти средства. Если мы не так давно наблюдали, с 2018 года снижение федеральных средств с 3 с лишним миллиардов рублей до 1,5 в прошлом году, то, например, уже в 2022 план, что средства вырастут федеральные выражения в республику до 3 миллиардов рублей. Мы уже видим это по объектам, которые поставлены в этом году. Средства, которые вкладывают компании. Если, например, в тех же 20-х, да, то есть 18-20 год, это 20 с лишним-то миллиардов рублей, то сегодня сумма 24 миллиарда. То есть по итогам прошлого года эта сумма достигла 37 миллиардов рублей. Это 1,5-кратный прирост частными компаниями в нашу родную республику вкладывается. В этом году, как я уже сказал, мы рассчитываем, что сумма в геологоразведку, даже несмотря на сложности, рассчитываем взять планку в 40 миллиардов рублей частных вложений в геологоразведку. Помимо этого вкладывает республика, и еще раз важные моменты, в которые вкладываются республиканские средства. Здесь благодарю главу республики за поддержку, председателя правительства, депутатский наш корпус. Рассчитываем, что будет дальнейшее увеличение. Почему? Потому что это строительные материалы, это, для всех национальных и региональных проектов, которые реализуются. И это подземные воды, это вода для наших сел. Ну, будем надеяться, что все эти планы действительно осуществятся, и та планка, которую вы задали, сбудется, а может даже перевыполнит свой план. Конечно. Но вот в 2021 году был определен победитель аукциона на крупнейшее золоторудное месторождение Кючус. Планирует ли у нас Якутия в перспективе выставлять другие крупные участки на подобного рода аукционы? Кючус месторождение действительно знаковое. Оно, если по рудному золоту смотреть, второе такое по значимости у нас в Якутии. Поэтому был значительный интерес. Инвесторы приходили в правительство на протяжении 2 лет для того, чтобы месторождение было выставлено на аукцион. И, соответственно, руководство смотрело, чтобы это был, как говорят, социально ответственная компания. Для того, то есть, чтобы понимали и условия, в которых они работают, бережное отношение наших жителей к природе, и участие было, соответственно, в социально-экономическом развитии территории. Кстати, только на этапе строительства более 2,5 тысяч человек будет задействован, то есть поселок Усть-Куйга тот же, да, то есть получит приток жителей. Это тоже хорошо. И предприниматели получат возможность роста, да, увеличения численности у нас в республике. Надеюсь, многие закрепятся потом на работе, на других стройках в том числе. А что планируем? Рассматривать только отдельное месторождение Кючус, наверное, это не в том регионе и не в том регионе бы, да, это. То есть у нас всегда подходит к вопросу комплексно. Глава республики четко же определила, мы эти вопросы у Юрия Петровича Трутнева рассматривали, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, что подход должен быть комплексный. Да, месторождение. Как будет энергообеспечение? Рассматривается вопрос атомной станции малой мощности. Да? Если будут мощности, давайте смотреть не только на производство, а люди, которые в первую очередь там живут. То есть будет устойчивое энергоснабжение, соответственно, в близлежащих поселениях. Раз есть энергомощность, развитие такое крупное, будет строительство инфраструктуры, рядом есть другие месторождения, есть потенциал для них. Например, мы смотрели, только если запасы месторождения близлежащие, еще порядка 10 тонн можно вовлечь, например, только по золоту. Там есть месторождение серебра, есть месторождение олова. Якутия, кстати,
первая в России по его запасам. И вот не зря работы в этом направлении тоже у нас идут. Поэтому подходим комплексно. Вот, как я говорил, вчера с Росгеологией обсуждали. На той неделе я с руководителем Роснедр встречался. То есть мы тоже с Петровым обсуждали, он поддерживает, что нужно подойти вот так вот серьезно, спланировать работы на территории, которые рядом, то есть задавать вот этот вектор уже сегодня. Вектор развития наших арктических территорий. Максим Викторович, скажите, а вот ранее министерство сообщало, что недропользователям будут выдавать электронные лицензии. Получается, что промышленность Якутии постепенно переходит в цифру, если так можно выразиться. А есть уже получатели подобных лицензий? Очень хороший вопрос. На самом деле благодарю за его постановку. Теме цифры мы внимание серьезно оказываем, то есть не зря происходит и обучение среди сотрудников и госорганов, и в предприятиях, потому что оно дает положительный эффект и отдачу. То есть что такое вроде электронная лицензия? Выдавали бумажным, будет электронным. Может подумать человек, не привлеченный. А вот так, если взять само предприятие, исключаются вопросы куда-то выезда, хождения по кабинетам. То есть человек просто, если в ГИС, Федеральная государственная информационная система, АСЛН, она, если кратко, компания, то есть, работает геолог по этому направлению, просто загружает данные в систему, соответственно, проходит необходимая работа, все происходит сверка, причем дальнейшая автоматизация, она будет продолжаться, соответственно, мы как раз и сверяли с Роснедрами, то и человек получает электронную лицензию, которую не надо разрабатывать в своем кабинете недропользователя. Если взять стоимость полетов, у нас северных улусов, например, в Якутск, это экономия сотен тысяч рублей получится. То есть без пересылок документов, недель, каких-то месяцев ожидания, это очень значимо. Поэтому Якутия один из первых регионов, который, и в прошлом году мы соглашение заключали с Роснедром на эту тему. И сегодня первая лицензия у нас выдана. Знаково, что это наша компания «Дороги Саха», соответственно, получила ее. И сегодня у нас уже более 100 лицензий выдано электронных. Это, для сопоставимость, много это или нет, это 5% от объема, который был выдан в Российской Федерации. Только в наш регион мы так серьезно продвинулись. Благодарю вас, Максим Викторович, за очень содержательную беседу. Надо сказать, что жителям нашей республики нечего переживать, особенно в части геологии, потому что здесь даже лучше, чем все нормально. Я бы предложил не переживать, а поддерживать геологию. Это будущее. Спасибо вам. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.